Прихода весны жители этого дома ждали с опасением. Ведь чем ярче светит солнце, тем сильнее пахнут выгребные ямы. Запах ощущается и возле дома, и в подъездах. Ассенизаторская машина, по словам сельчан, приезжает редко, а потому содержимое ям время от времени вытекает наружу. За вывоз жидких бытовых отходов отвечает районная администрация, как собственник этой новостройки. Она заключила договор с Кайгородским жилфондом. Коммунальщики приезжают из райцентра, а это почти 150 километров. Понятно, что тариф высокий. А потому власти решили переложить расходы на местных жителей. Предложили новоселам назначить казначея, который будет собирать деньги и заказывать ассенизаторскую машину по мере необходимости. Одна машина стоит 4 тысячи, ассенизаторская, а на неделю надо 4 машины. И вот считайте, это в месяц сколько будет. Мы же не осилим это, вы поймите, но мы же не миллионеры в конце концов. Новый 23-квартирный дом пока не подключен к центральной системе водоотведения Кажема. В прошлом году сельские власти пытались договориться с руководством Комитепловой компании о присоединении новостройки к своим сетям. Но диалог не получился. После смены директора коммунальной организации районные чиновники возобновили переговоры по спорному объекту. Вопрос этот непростой, но в любом случае после смены руководства Комитепловой компании у нас состоялась встреча с новым генеральным директором. И, было получено добро для того, чтобы снова подать заявку. И Комитепловая компания готова рассмотреть возможности подключения данного дома к традиционной системе водоотведения. Надеемся, что вопрос будет решен положительно. Проблемную новостройку на контроль взяла региональная служба стройнадзора. В профильное ведомство обратились местные жители. На личном приеме рассказали о своих проблемах. Первые выводы уже сделаны. Районные власти допустили ошибку при формировании платежей за коммунальные услуги. Данная ситуация специфична для всех поселков, маленьких сельских поселений в связи с тем, что на их территории отсутствуют управляющие компании, которые могли бы обслуживать и содержать общее имущество квартирного дома, в том числе и организовать вывоз коммунальных отходов и откачку выгребных ям. Действительно, там в квитанциях не было предусмотрено такой строки, как вывоз жидких бытовых отходов, но администрация обязана была обеспечить, как собственник всех квартир в данном доме, вывоз путем заключения договорных отношений и выставления квитанций нанимателям. Региональный стройнадзор планирует провести выездную проверку и на месте разобраться в масштабах этой спорной коммунальной ситуации. В любом случае, сельчанам нужно быть готовым к тому, что суммы в квитанциях вырастут. Виктория Палкина, Павел Люлянмин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Кайгородский район.